Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В Сосногорске начался спил деревьев. Это делается в целях обеспечения безопасности горожан. В первую очередь работы проводятся на территории образовательных учреждений. Андрей Калиничев продолжит. Как пояснили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, деревья будут спилены возле 1, 2, 5 и 8 детских садов, а также коррекционной школы-интерната и кадетской школы. Всего запланировано вывести с территории образовательных учреждений порядка полусотни деревьев. На данный момент производится спил деревьев. Решили в этом году начать с детских садов для обеспечения безопасности, в первую очередь, дошкольных учреждений, маленьких деток, которые гуляют на территории детских садов. Аналогичные работы будут проведены и по всему городу. Спилить планируется также около 50 деревьев, представляющих опасность для сосногорцев. Также по городу было проведено обследование, определены аварийно опасные деревья. Также обращались граждане к нам в управление ЖКХ, и по результатам обращений мы рассмотрели эти деревья, и также они будут спилены, если они действительно нуждаются. Как отметили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, заявить об аварийно опасных деревьях горожане могут либо в управлении ЖКХ, либо в свою управляющую организацию. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Каково состояние детских игровых площадок, есть ли нарушения и сроки их устранения? Эти вопросы стали основными на недавнем совещании под председательством главы района. Елена Двожик подробнее. На прошлой неделе завершилось обследование детских площадок, в котором приняли участие депутаты городского и районного советов. По его итогам были составлены акты, где подробно указаны выявленные недостатки. Как было отмечено, при осмотрах обнаружились как незначительные нарушения, не представляющие угрозы для жизни и здоровья детей, так и более серьезные. Это плохо закрепленные конструкции, отсутствие перекладин и лесенок, наличие гниения деревянных конструкций, которые могут привести к падению ребенка, наличие торчащих болтов, скрепляющих деревянные элементы с металлическим каркасом площадки, оборванные качели и так далее. Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко отметил, что такие недочеты требуют немедленного устранения. И поинтересовался у управляющих организаций, какая работа в этом направлении ведется. Представители компаний ответили, что приведением детских площадок в нормативное состояние они занимаются, но по ряду причин не так быстро, как хотелось бы. Вот эти все там, где там болтики расшатались, где сварка нужна и так далее, то есть все это постоянно делается. Внешний вид, да, он немножко сейчас неприглядный. Песок, значит, в песочницу завезем. До того, как мы получили ваши письма, это плановая работа. Почему, значит, не завезли раньше? Немножко опоздали. Ну, во-первых, он разбирается беспощадно нашими гражданами там, для ремонта и прочее. Это первое. Второе, у нас, значит, немножко проблема сейчас вообще с песком, чтобы там не было каменистых и глинистых включений, потому что песок, который, значит, для детских площадок, он тоже имеет там свои критерии, то есть мы его привозим, мы его посеиваем, и только потом мы его везем на площадку, вот, чтобы он был безопасный. Управление ЖКХ, в свою очередь, отметило, что детские площадки – это зона особой ответственности, в связи с чем отделом муниципального контроля будут приняты меры по соблюдению собственниками детских комплексов своих обязанностей по их содержанию. Сергей Дегтяренко призвал собравшихся отнестись к данной работе с полной ответственностью и устранить имеющиеся недостатки в кратчайшие сроки. 1 числа сроки в протокол устранить все имеющиеся недостатки, выявленные по результатам обследования детских площадок. Кроме этого, было принято решение провести инвентаризацию детских площадок на предмет выявления несертифицированных игровых комплексов и решения их дальнейшей судьбы. Ведь не секрет, что чаще всего дети травмируются именно на тех объектах, которые не соответствуют ГОСТам, и такие площадки необходимо демонтировать. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сегодня главные площади нашего города превратились в настоящие танцевальные и игровые площадки. Таким образом, ребята из детских оздоровительных лагерей закрыли летний сезон площадок. На праздничном мероприятии побывала и наша съемочная группа.
Сегодня завершают свою работу детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, которые работали на базе образовательных организаций на территории муниципального района Сосногорск. Всего в детских оздоровительных лагерях отдохнуло 587 детей. Все детские оздоровительные лагеря у нас были профильные и работали по своим направленностям. В рамках детских оздоровительных лагерей дети смогли поучаствовать в развлекательных мероприятиях, в конкурсных программах, а также в интеллектуальных играх. Праздничный концерт, посвященный закрытию площадок для ребят, провели сказочные персонажи. Вместе с фиксиками и клоунами ребята отгадывали загадки, пели и танцевали, с радостью вспоминая о прошедшем месяце и о том, что за это время они успели сделать и чему научиться. Ходили на стадион с друзьями, играли в футбол, баскетбол, метали гранаты. Еще делали паучков, смотрели презентации, смотрели мультфильмы. Мы ходили в библиотеку, на стадион, еще играли в футбол, делали разные поделки. Нам показывали презентации, включали мультфильм, делали паучков, плели браслеты. Мне понравилось гулянки на стадионе, правила дорожного движения, безопасности. Как мы ходили в библиотеку, участвовали в разных конкурсах. Мы ходили в библиотеку, там нам рассказывали много интересного. Еще гуляли на стадионе и в разных местах. Трудились на площадках и воспитатели, делая все возможное, чтобы детский досуг получился разнообразным. А помогали им в этом вожатые. Сложно бывает иногда, потому что не все дети слушаются, какие-то бывают более спокойные, а какие-то никакой не хотят слушать. И мне больше понравилось работать с детьми, которые помладше, потому что они все-таки еще более послушные, всегда тебя слушают, а которые постарше уже нет. Тяжело было сохранить дисциплину. Легко было с ними играть. В принципе, все слушаются, но есть такие, которые не хотят, просто не хотят. В течение мероприятия самых активных ребят за прошедший месяц наградили различными памятными подарками. А финальную точку решено было поставить мелками на асфальте. Мы рисуем, всякое. Все, что нам легко, да. Я нарисовала свое имя и фамилия Эсше, и сейчас пишу свое имя. Мы замок с драконами. Праздник получился по-настоящему ярким. С веселыми эмоциями ребята встретили начало летних каникул. Но не стоит забывать, что впереди еще 2 солнечных месяца, которые также будут насыщены различными развлекательными программами для детей. На сегодняшний день, а также в июле и в августе планируется реализация досуговой краткосрочной программы «Доброе, интересное и полезное лето 2019 год». План мероприятий на сегодняшний день разрабатывается на июль и август месяц. С планом мероприятий родители и дети смогут ознакомиться на сайте Управления образования муниципального района Сосногорск. Родителей просим, пожалуйста, приводить своих детей для участия в мероприятиях. Ознакомиться с планом мероприятий на лето можно также и в социальной сети ВКонтакте в группе «Куда пойти Сосногорск». Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. В ближайшие дни она ожидается солнечной, вероятность осадков нулевая. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер западный слабый. Относительная влажность около 80%. Температура днем составит 19-21 градус. Ночью плюс 5-7. На сегодня это вся информация. Новая уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.